Тем временем в Коми растет число детей, инфицированных COVID-19. Ситуация усугубляется тем, что вакцину для них ученые еще не придумали. Протекать болезнь может по-разному. Медики не исключают осложнений. Во избежание заражений родителям следует уделять своим детям особое внимание и хотя бы себе сделать прививку. Это касается и тех людей, кто непосредственно работает с детьми, педагогов и учителей. Алексей Корчма о том, чем грозит людская беспечность. Инфекционная больница на осадном положении. Одна за другой скорые привозят пациентов. Самому маленькому 5 дней, а всего с подтвержденным диагнозом ковид 17 детей. Я не понимаю, почему происходит такая ситуация, почему мы так не бережем своих детей, почему мы не бережем себя. Да? От этого заболевания до сих пор есть люди, которые не верят, что это заболевание есть. Но я вам точно скажу, что на сегодняшний день у нас в отделении реанимации одно свободное место, да, вот сейчас. Вероятно, это новый штамм. Если раньше говорили о пожилых людях, более подверженных инфицированию, то за прошедшие сутки больше половины именно дети и молодежь. Поражение сердечной мышцы, миокардиты вирусные, они протекают очень тяжело, да, и могут привести к внезапной смерти детей, к сожалению. А вирусные пневмонии те же самые. Ну и вот этот мультисистемный синдром, который поражает все органы, включая головной мозг. Шутки в сторону. Единственный способ обезопасить себя, своих детей и близких – сделать прививку. Особенно тем, кто общается с беременными женщинами. Существуют большие риски для будущих мамочек, для беременных, если не будут прививаться сами родственники, да, ближайшее окружение от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Есть риски образования пороков, есть риски, невынашивания беременности, инфицирования, то есть те риски, которые могут привести, к сожалению, к осложнению беременности. Диана Ланшакова на 5-м месяце. Вакцина противопоказана. Но как может она заботиться о здоровье будущего ребенка? Семья должна быть привита. В общественном транспорте защитная маска. Это обязательно. Руки с мылом. На улице антисептик. Конечно, очень страшно, но я настоятельно рекомендую, также прошу беременных женщин обратиться к своим родным и близким, чтобы они вакцинировались от новой коронавирусной инфекции, поскольку есть такое понятие коллективный иммунитет. То есть если родные, близкие, окружение, все будет вакцинировано, тогда будет уменьшен риск заболевания беременных женщин, их детишек. В Коми привито 111 742 человека. Это очень мало. Чтобы достичь коллективного иммунитета 60% взрослого населения, необходимо привить более 380 тысяч. С такими темпами республике грозят новые антиковидные меры. А за этими ограничениями – экономическая гильотина. Алексей Корчма, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.